А теперь о ситуации с коронавирусом. 10 новых случаев заболевания выявлено в регионе за последние сутки. За весь период подтверждено 15 245 случаев. Выздоровели 13 507. Скончались 182 человека. Под наблюдением медиков остаются 228 пациентов. Врачи и общественные деятели призывают жителей региона пройти вакцинацию. Процедура абсолютно бесплатна. Пандемию нельзя победить без вакцинации. Тот этап, который был отведен, самый ужасный прошлогодний этап, мы его выдержали, насколько было возможно, с меньшей потерей заболевших, но понимать надо, что нужно переходить к профилактике. В отличие от многих стран, нам сегодня в какой-то мере повезло тем, что есть 3 вакцины наши российские. Они уже признаны, они уже используются, применяются, и вакцинация, она всегда должна присутствовать в нашей жизни, потому что даже если вы заболели, перенесли заболевание, тот иммунитет, который вырабатывается, он не пожизненный, поэтому вакцинироваться желательно. Но опять-таки вакцинация, она должна быть добровольная, осознанная. Человек должен прийти к этому самостоятельно. Мы знаем, как мы берегли наших стариков, всех своих бабушек, дедушек, родителей от этого недуга, который постиг эту землю. Как говорится, мы всем миром, всем народом стали против коронавирусной инфекции. Но сегодня мы хорошо понимаем, что вот эти ограничения, которые были организованы в период пандемии, они нарушили наш обычный образ жизни. Поэтому, я думаю, пусть каждый человек задумается над своим состоянием, над своим образом жизни. И если вдруг он решил, что ему нужно вакцинироваться, нужно пройти медосмотр. Мы понимаем, что 60+ не бывает без каких-то своих хронических заболеваний. Пациент должен просто пройти обследование, если у него нет противопоказаний, то есть он в ремиссии от своих хронических заболеваний, то ему можно вакцинироваться. Вакцина у нас достаточно хорошего качества, мы по статистике я отслеживала, летальных исходов нет. Поствакцинальные какие-то изменения бывают всегда, от любой прививки. Но вот при ковидной, что присутствует у пациентов, болезненность в месте инъекции и, возможно, какая-то мышечная слабость и возможен подъем температуры, но такой субфебрильный. Поэтому я думаю, вот чтобы сохранить свой образ жизни, чтобы не сидеть один на один со своими стенами в доме, наверное, людям нужно задуматься над тем, чтобы вакцинироваться, защитить себя хоть на какой-то промежуток времени. Вакцинированный человек, если он даже заболеет, он перенесет болезнь в более легкой форме, и осложнений будет гораздо меньше. Сегодня мы хорошо знаем, что практически основная часть взрослого населения, которое покинуло этот мир от COVID-19, они в основном погибали от осложнений. Ну и мы понимаем, что вакцина, она немножко смягчит эти осложнения. Поэтому, думаю, каждый должен задуматься над своим будущим, над своим образом жизни и для себя сделать вывод.